блогеров и общественника Алексея Василая, вот справа от меня, и Владислава Корка, вы все знаете, поэтому я не буду долго говорить. Но по итогам их поездки по Вилюйским районам и городе Мирный. Ну, Владислав Коротов и Алексей Василаев 4 сентября по 9 сентября они провели автопробег по Вилюйским районам. И, конечно, основная проблема, вы все знаете, это, конечно, прорыв дам на речке, попадание грязной воды в Ерелах и Ватовья и далее в Вилюй. Конечно, вот люди, которые там были, они все воочию видели, смотрели, у них очень много там материала, поэтому они сегодня нам покажут, докажут, расскажут. Поэтому потом после этого вот вас вопросы, дорогие друзья, товарищи, поэтому мы сегодня проводим совместно ОНФ, поэтому сегодня здесь члены общественной палаты находятся, мы пригласили членов ОНФ, есть у нас и органы исполнительной власти, есть общественники. Из органов исполнительной власти сегодня у нас присутствует Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Семен Ильмарионович Яковлев, первый заместитель министра. Так, из Росприроднадзора Ларионова Антония Николаевна, заместитель начальника отдела надзора за водными земельными ресурсами. И поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, после того, что расскажут, у нас Василий и Владислав, к ним вопросы, и давайте будем работать. Слава. Здравствуйте. Спасибо, что собрались сегодня. Ну, вкратце история такая. Автопробег на самом деле проводится у меня второй раз. Я проводил аналогичный автопробег 2 года назад в Южную Якутию. И планировал Западную Якутию до Мирного автопробег провести. Но со сроками не мог определиться. В этом году следующий начал. Ну и тут, когда произошла авария, я понял, что надо это совместить и все-таки доехать. Ну, я подумал, что это будет очень хороший такой акт как бы общественного какого-то движения, потому что он полностью независимый. Никаких там государственных, окологосударственных структур нас не поддерживала. Мы полностью собрались частных людей. Я у себя в Фейсбуке написал: друзья, я хочу поехать до Мирного, там мне нужны деньги на бензин, там запчасти, машину, там старая машина, быстро там я их починил. Люди скинулись там по 1000 рублей, там по 2000 рублей, по 3000 рублей, частные лица. И вот на эти деньги мы поехали. Поэтому я не помню, чтобы в Якутии раньше кто-то вот так полностью на вот такой краудфандинговой основе вот такие автопробеги там проводил. Вот. Откликнулся Владислав Петрович Коротов сразу же. Вот. По идее, сначала должен был Алексей Толстяков поехать, с которым мы ездили в Южную Якутию. Но он ему любезно уступил, Владислав Петровичу. Я думаю, что это хорошо, потому что фото, видеоматериалы. Владислав Петрович мощный якутский журналист спортивный. И, конечно, я думаю, что очень удачно у нас случился тандем. Потом Владислав Петрович сам родом из Султара. Очень много людей его там знает, поэтому у нас никаких организационных там проблем по пути не было. Где остановиться, где там переночевать. Где-то за сутки мы доехали до Султара, переночевали и на следующее утро поехали в Мирный. Сразу же нас там встретили работники Лароса, руководители ГОКа. И, значит, повезли нас сначала на место аварии, где непосредственно вот этот прорыв дамбы произошел. И потом мы поехали на хвостохранилище. Вот сейчас как раз я показываю. Там хранится совершенно соленая техническая вода. Это не та вода, которая в дражных котлованах. Дражный котлован — это рассыпное месторождение, а хвостохранилище там, где сам ГОК. Очень, более ядовитая вода, скажем так. Мы взяли пробы и оттуда, потом
Мы брали пробы по пути, значит, Вилюйский, там, в Мирбе, Верхневилюйске, Сунтарах, везде из реки Вилюй мы брали пробы. Ну, самая грязная вода была в Вилюйске, потому что мы застали хвост вот этого так называемого пятна там на 260 километров. Действительно, вода очень грязная. Я ее даже на вкус попробовал, она даже на вкус такая химическая. Ну, не какая-то весенняя, какая-то грязная вода, никогда такого вкуса не имеет и цвета. Совершенно неестественный цвет. Вот. И после этого, значит, в Мирном взяли пробы и сразу же вернулись в Сунтар. В Мирном ночевать не стали, останавливаться долго. Хотя я думаю, что надо было еще посмотреть. Да, еще раз нужно было заехать. Там пропускная система, то есть они один раз показали, я думаю, что второй раз бы они нас не стали показывать. И так потратили почти половину рабочего дня своего, пока нам показывали. За что надо поблагодарить, я считаю, сотрудников компании «Алроса». Никаких препятствий никто не чинил, никто нас не пугал, никто нам деньги не предлагал. То есть все было это. Они сделали все, что мы сказали. Вот. Я как приехал, им сразу сказал, нам нужно главное взять воду в этом дражном котловане для того, чтобы выяснить, если там она ядовитая, то будет понятно, что вы ядовитую воду сбросили дальше. Но их позиции, они говорят, что наша вода вообще чуть ли не, ее можно чуть ли не пить. Это меня это очень удивило, потому что с одной стороны они говорят, что мы совершенно не виноваты в том, что это произошло. А с другой стороны они говорят, что вода совершенно безвредная. То есть как бы, ну или, да. Ну, вот эта позиция как-то очень сильно настораживает. Про воду в этом хвостохранилище они тоже говорят, она просто соленая и все говорят. Мы, говорит, даже рыбу там пытались разводить. Вот, тоже вот, ну, да, кажется, как будто они считают, что эта вода, в общем, пригодна для того, чтобы ее и дальше там в экосистему можно было отправить. И это меня очень сильно, конечно, насторожило, потому что, но мое личное мнение, что использовать реку, из которой люди пьют воду в технических целях, в качестве сливной канавы, ни в коем случае не допустимо. Я считаю, что нужно добиваться в конечном счете. Техническую воду можно осушать, можно там что-то с ней делать, но фильтровать там, я не знаю, но сделайте, чтобы она никаким образом не поступала в реку, откуда пьют люди. Ваша техническая вода. Если там любое предприятие, неважно, Алроса, там золотодобывающее или какое-то, либо принимайте меры для того, чтобы это не происходило, либо закрывайтесь и все. Ну, по-моему, все сказано. Ну, одним словом, ты говорил Петровичу, коротко, а потом вопросы будут еще. Пожалуйста. Я в конце августа в Фейсбуке написал о том, что произошла серьезная экологическая катастрофа, на которую откликнулись вот, сотрудники компании «Алроса». Из пресс-службы мне написали и предложили приехать посмотреть. И вот тут как раз Алексей написал о том, что собирается в автопробег. Я предложил взять меня, и мы поехали. Нас 5 сентября в поселке Муат, это где Малая Батобия, встретили замдиректора Вильнинского ГОКа по общим вопросам Владислав Геннадьевич Еремин и сотрудница пресс-службы «Алроса». Они по нашей просьбе сначала нам показали дражный полигон. Дражный полигон — это специально оборудованное место рядом с речкой Ерелях, где они моют алмазы. Забирают для этого воду из речки Ерелях, и вода эта хранится там, в этих дражных котлованах. Потом, когда этот объем полностью разрабатывается, они переходят на другое место, и, по их словам, эту воду туда переливают и продолжают ей пользоваться. На наш вопрос о том, как эта вода потом регенерируется или очищается, и они не смогли дать сколько-нибудь внятного ответа. Говорят, что
эта драга работает с 60-х годов, там, их несколько. И якобы эта вода не спускается никуда, и она одна и та же вода используется во всех процессах. В это трудно поверить. К нашему приезду очень случайно, совершенно случайно, там на створе речки рядом с тем местом, где прорвало дамбу, оказалось несколько рыбаков, которые там весьма цивильного вида, в ботинках и так далее. Они стояли, рыбачили, один даже мне демонстрировал там пойманную рыбу и так далее. А потом мы оттуда взяли 2 пробы, потом поехали на речку Таборная, которая, собственно, и стала катализатором вот этой аварии. Сначала мы посмотрели место прорыва федеральной трассы, через которую эта речка буквально снесла часть дороги. Там большой овраг, они его залатали и привезли нас в дачный поселок, где еще в советское время был дачниками, как пояснил нам замдиректора ГОК. В 80-х и 80-е годы еще был оборудован такой водоем для технических нужд вот этих самых дачников. Якобы они его оборудовали сами, нигде это озеро, дамба, которое они перегородили, вот речку Таборная, не числится. И вот переполнение вот этого самого озера и послужило основной причиной аварии. Там где-то 50 лет эта вода хранилась, аномально большие. Владислав Геннадьевич нам показывал таблицу осадков в городе Мирном, и там действительно можно увидеть, что если там где-то в среднем выпадает 10-20 миллиметров осадков, то в этот день выпало более 80 миллиметров. И соответственно, вот эта рукотворная дамба советских времен не выдержала, ее прорвало, вода оттуда хлынула, прорвала эту федеральную трассу, потом попала в Вирелях, и в Вирелях они объясняют тоже, называют, сначала нам сказали, что это был перелив дамбы, то есть очень большой уровень воды поднялся, и просто вода перетекла через дамбу, которую они защищали, свои дражные полигоны, и вынесла оттуда всю воду в речку Ерелях. И иногда они говорят, что это был прорыв. Но к нашему приезду вот эта дамба была отремонтирована, но она выглядит как обычная вот земляная плотина, которая у нас в районах вот для сельхозугодий используют, да, простые деревья, без никаких бетонных там шлюзов, створов и так далее. Просто обычное деревянное земляное укрепление. И меня удивляет, вот за столько времени, столько воды они могли спустить в наши реки, если там она никак не контролируется. На вопрос о том, что за дамба, как она где-то зарегистрирована в этом Ростехнадзоре или где, они отвечают, что это дамбы, которые построены в рамках производственного процесса, они, дескать, указываются в проекте проведения работ, и как гидротехнические сооружения или технические сооружения, они нигде не регистрируются. 4 класса, мол, это сооружение. Потом после этого нас повезли на хвостохранилище фабрики номер 3. Нас сопровождал также начальник фабрики Дмитрий Александрович Кобелев, который рассказал, что он с 2 лет живет в Мирном, вырос там, полностью считает себя патриотом Мирного, и в том, что никак не считает себя, что он какой-то вред вот родной земле приносит. Нам показали вот это
хвостохранилище, куда с фабрики по трубопроводу большого диаметра, примерно с этот стол, да, с фабрики подается пульпа, которая используется при обогащении алмаза. Вот эта смесь воды и переработанной руды, она поступает в это хвостохранилище. Но когда мы посмотрели, там два водоема, разделенных тоже большой плотиной. Одно достаточно большое озеро с совершенно голубой водой и прямо таким сиделическим песочком, прямо как это морские пляжи. С другой стороны, этот резервный водоем, куда должны в случае переполнения, видимо, этого хвостохранилища, в другой водоем должна спускаться вода. Там очень далеко внизу есть достаточно тоже большое, да, озеро, которое с тыльной стороны, со стороны леса защищено там тоже плотиной, на которой установлены вот эти замораживающие, охлаждающие стойки. Ну, как у нас на старых домах же были, да, куда заливали какой-то холодогерки. Вот такие, вот видно. И там видно. Потом Алексей посмотрел по гуглу, там за этой дамбой у них протекает недалеко речка. А между тем они говорят, что там никаких этих поблизости водных объектов. Нам они сказали, что там никаких ручьев нет. Что все изолировано, мол, в горах просто бассейн, и туда не... Потом по Google мапу посмотрели, а там как раз протекает речка вот за вот этой дамбой туда. И вот в этом озере несколько лет назад, с их слов, они запускали красную рыбу, которая там прижилась и превосходно чувствовала себя в течение нескольких лет, но так как вода там соленая, рыба не могла, соответственно, это размножаться, они ее всю выловили и ели сами. Вот как объяснил Дмитрий Александрович. Ну, можно было посмотреть дамбы, но поскольку до нас и после нас еще было несколько посещений делегациями районов Сунтарский, там были, делали телепередачу, Нюрбинский ездили, Верхнеурильский и так далее. Так что необходимости мы не усмотрели, тем более, что как они сразу предупредили, там фото и видеосъемку нельзя вести на драге, так как это режимный объект. И все равно, ну, мы не ставили себе цели определить сразу на месте или по приезду то, что там наносится нашей экологии такой вред, что именно там вода, пробы воды, которые мы брали, они непременно содержат в себе ядовитые составляющие. Мы такой цели себе не ставили, но поскольку народ очень волнуется, народ очень обеспокоен, особенно в моем родном Сунтарском Улусе, поэтому мы не укор, например, лаборатории Минэкологии, да, мы не можем сказать, что они предоставляют недостоверные сведения, а просто для того, что как мы, посланники народа, взяли там пробы и предоставили эти пробы в независимую лабораторию за пределами республики. Вот, собственно, и все. А никогда... Сказать, что необходимо предварить, я писал на своей странице. Хованов, вода, она действительно фактически будет соответствовать у нас нормативам. Да. А то, что там десятилетиями работали драги, это очень концентрированный раствор. Притом вот эти илы там накапливались десятилетиями, мелкодисперсные. И когда это все массово, 7 миллионов кубов, оно ушло, и получается, что на протяжении 3 недель вот эта масса загрязненных веществ, огромная масса, она еще претерпевала достаточно сложные химические процессы происходили. Это, представляете, в воде это все сбалтывалось по мере того, как это пятно продвигалось по малой Батойбе, Вилюю, конечно. И там образуются новые соединения химические. Вот то, что мы фиксировали, то, что вот вы процитировали сейчас, до Вилюйска еще не дошло визуально загрязненное пятно,
но уже была вот это вот впереди, километров, наверное, на 50, на 70, прозрачная такая тяжеловатая вода, в которой фиксировалось очень высокое содержание металлов. То есть это те растворенные формы, которые они вот у нас фронтом ушли вперед вот этого загрязненного основного участка. Да, и сейчас получается, что вот у нас визуально загрязненный участок, он уже значительно ниже Вилюйска, он уже вышел в Лену, а мы в районе Нюрбы, Верхневилюйска до сих пор фиксируем вот этот вот остаточный хвост, опять-таки километров на 100, с очень высоким содержанием растворенных форм металлов. То есть там сложные химические процессы, это вот не то, что там что-то вылили, оно пролилось, промылось и очистилось. А вот высокое содержание металлов не может быть вызвано тем, что на драгах применяется ферросилициум? Вот по поводу методов обогащения. Ферросилициум, он применяется на фабриках. Вот вам не показывали, вы были на Чоналырском хвостохранилище, это хвостохранилище третьей очереди. Тот водный объект, который вот вы видели рядом, да, там вот за маневровой емкостью, это ручей Чоналыр, он впадает у нас потом в Малую Батуобию. Да. И вот там применяется на фабрике вот то, что сбрасывается в эти хвосты обогащения, ферросилициум, да. То, что было на драгах, у них там липкостная сепарация. Вот как бы экологи это не озвучивают, но если посмотреть технические проекты, по проекту это липкостная сепарация. То есть вот на этих сепараторах, ну вот на этих лентах, скажем, транспортера, да, вот это парафинно-масляная смесь, которая помогает осаждать алмазы. Но это, да, это внутри самой установки дражной. То есть на момент аварии мы говорим, что вот не было такой ситуации, чтобы вода захлестнула дражные котлованы. И вообще как бы высокого содержания нефтепродуктов, очень высокого, мы не фиксировали. Основное загрязнение ушло именно с илами. По поводу озера на ручье Таборный. В Министерстве охраны природы сейчас вот буквально там с 20 какого-то числа с Якутска направлена группа госинспекторов, которые на месте Мирнинскому комитету помогают проводить административное расследование и внеплановую проверку. Параллельно проводятся вот 2 таких надзорных мероприятия. И в рамках этих работ мы приглашали гидрологов Росгидромета, которые с Якутска выезжали, и начиная с Нюрбы, Сунтары, Ирелях, Малую Батуобию, реку Вилюй, сняли гидрологические параметры. Для того, чтобы эти показатели, то есть это ширина, глубина, промеры там многократные делались, длины этого загрязненного участка, чтобы потом можно было рассчитать вред, причиненный водному объекту, согласно методике, утвержденной приказом Министерства экологии Российской Федерации. Есть такая методика. Там берется концентрация и берутся вот эти гидрологические параметры. На сегодня привлечена еще кадастровая служба, независимая, которые в Мирном будут проводить работы по оценке параметров руслоотводных каналов, потому что Алроса озвучивает, что руслоотвод у них был предусмотрен под уровни ливневых осадков порядка 52 мм в сутки. Вам это тоже говорили, да? А вот сошло озеро такое гигантское, как будто, да, которое вот вызвало смыв этих дамб. На самом деле, если посмотреть на космические снимки, которые размещены у нас во всех открытых вот этих карт-материалах, да, в интернете, параметры озера 900 метров на 300 метров. Да, то есть по предварительной оценке там порядка 500 тысяч кубов. Но не тот объем, который мог бы снести там все дамбы. И на сегодня вот кадастровые инженеры, которые выезжают в Мирный из Якутска, которые привлечены Министерством охраны природы, они проведут топографическую съемку, и будет оценен фактический размер, объем воды, который вот был накоплен в этом безымянном озере, который вот у нас сошел в сторону Иреляха. По поводу руслоотводных каналов, да, тоже есть информация о том, что было дополнение к техническому проекту, да, по разработке Иреляхского месторождения. И та информация, которую Алурса представляет, что вот руслоотводы там у них были рассчитаны на 52 мм в сутки, она не совсем соответствует действительности. Сейчас в рамках административного расследования госинспектора всю эту информацию расследуют, собирают. Вся эта информация у нас будет передана в дальнейшем. Вот на ручье Чоналыр точно такой же, вот по гуглу я увидел, точно такое же озеро стоит. С точно такой же дамбой на этом ручье выше по течению.
По большому Такое ощущение, счету, что ну, там вот это все может повториться абсолютно. мы будем очень надеяться, что это не повторится, потому что это будет вообще страшнейшая экологическая катастрофа. Да, но... И по большому счету то, что накоплено в хвостохранилище, да, на Чоналыре, то, что накоплено в накопителе минерализованных вод на ручье Кемтайдахи, да, 50 миллионов кубов рассолов, то, что накоплено, скажем, в Удачном, в Байхале, в хвостохранилищах, вот это все имеет природное происхождение. Но эти крепкие рассолы, они бы никогда не попали на земную поверхность и не были бы вот так аккумулированы, если бы недропользователь не проводил работы по добыче полезных ископаемых. Мы помним историю в мае месяце, да, загрязнение ручья Вишневка и реки Чульман в Нерюнгридском районе. Наверное, помните, да? Черный снег, черный лед, это было очень страшно. Уголь – это тоже все природное происхождение, это не химические реагенты. Это все залегает в земной коре, да? Ну, как бы вот человек пришел, человек начал вести разработку, человек не соблюдает технические регламенты и условия, и это влечет загрязнение, это влечет вот катастрофические последствия. Я думаю, что одна из задач, то, что мы собираемся, вообще что-то обсуждаем, это то, что необходимо, чтобы Алроса поняла, что она должна провести модернизацию производства. Они же, вот как сказали, по технологии 60-х годов добывают до сих пор. И на самом деле то, что вот вы сказали, это же страшно, это же экологическая бомба. Если эта вода пойдет в реку, эта река точно умрет. Поэтому вот мы 28 августа встречались с людьми, да, и выслушали очень большие как бы проблемы. И свои предложения мы подготовили в протоколе. И тут пунктом 2 как раз вот это и говорится, что рекомендовать АК Алроса, чтобы производственный процесс технологического проекта, направленный на использование водных ресурсов при добыче природных ресурсов, это вообще касается не только Алроса, но и завододобывающих и так далее. Чтобы было это все по технологии замкнутого цикла, тогда проблема по большей части снимется. То есть мы вот должны как бы сделать так, чтобы Алроса все-таки технологию производства немножко модернизировала, а не технологию 60-х годов использовала. А там еще рядом есть Вилюйская ГЭС, которая построена тоже в 60-х годах. При строительстве станции было затоплено очень огромное количество леса, которое начало позже все это разлагаться, и фенол этот попадал в Вилюй, мы все время пили эту воду. Сейчас у нас люди требуют во всех улусах, ну там у нас по реке Вилюй где-то около 20 населенных пунктов, требуют, чтобы поставила Алроса там станция очистки воды, но это только часть решения проблемы, потому что поставят они, ради бога, эту станцию и забудут. А кто-то должен ее обслуживать, она на чьем-то балансе должна находиться, расходные материалы там. Поэтому компания должна взять на себя обязательство вот в течение какой-то протяженности времени там обеспечивать расходными, обучать людей, содержать там и так далее. И мы, когда были в Сунтарах, вот ваши земляки очень дельное предложение внесли о том, что не только водочистные станции, а чтобы Алроса еще и водопровод проложила, чтобы была система коммуникаций, чтобы эта чистая вода не продавалась потом коммерсантами, а поступала в каждый дом, каждому жителю. Не, вообще есть еще такой, я так понял, политический момент, да, что вот вся вот эта непрозрачность, неизвестность, она порождает и всевозможные вот экстремистские настроения, Домыслы. да, домыслы, слухи, там в WhatsApp ходят фотографии там лучшие брюхом рыбы там из других вообще мест там и так далее. И с политической точки зрения людям нужно сказать правду. Это вот одна из целей нашего автопробега, то что вот независимые люди поехали и своими глазами увидели, что ну, рыба мертвая там не плавает, ну по крайней мере, да. Пока. Да, и хотелось бы еще обратить внимание на вообще на уровень жизни жителей Вилюйской группы УСов. Там вот эти бесконечные паромы очень дорогие, очень тяжелая транспортная логистика, газа нет, приходится топить дровами или же электричеством, интернета в наслегах нет. Ну вот в Заречной группе же есть интернет в наслеге, в Тулаге же есть же интернет, почему нету
в Вилюйской группе только вот центр Мусных есть. Ну, вот такие моменты, да. У людей и так жизнь там, как сказать, не сахар, да. И еще вот добавляется к этому всему вот такие, непонятно тоже, преднамеренно это было устроено компанией, чтобы свои расходы сократить, или непреднамеренно, это действительно случайно. До сих пор 17 числа авария произошла, сегодня уже сколько, месяц почти прошел, и ответов на эти вопросы до сих пор нет. А в это время там население там, в WhatsApp и так далее будоражится все это время. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому я думаю, что общественность должна как можно быстрее дать исчерпывающие ответы. И я хотел бы добавить, что некоторые вопросы до сих пор не решены. Вот тут присутствуют представители села Сельдюкар. Пожалуйста, пару слов скажите. У них просто воды нет. До сих пор вопрос не решен. Да, здравствуйте. Я представитель села Сельдюкар. От населения, выступаю от населения. Да. 28-го я тоже тут присутствовала на этом собрании. И там там присутствовали СМИР Сундарского, Юрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского улуса. И тогда я сказала, почему вы забываете поселок Сельдюкар, который находится в 30 километрах от Батобы. Вода, которая поступает по Вилюйскому улусу, все это нормально. У вас все, я бы сказала, даже чистая туда поехала, да, в Сукар. А у нас была вообще грязь, жижа. У меня есть свои фотографии, но я не распечатала. Так, потом с этого собрания было Алроса задание, что должны были предоставить чистую воду. Поселок Сельдюкар находится, как сказать, изолировано от всего. Мы в данное время ездим, до сих пор ездим на лодках. У нас постоянной дороги у нас нету. Зимник находится, есть зимник, которым мы проезжаем через 2 поста с разрешения ГАЗ-3. До сих пор. Несмотря на то, что мы находимся вроде бы в Мирнинском районе, и у нас до сих пор нормального связи тоже нет, кстати. Потом было, тогда в это время у нас мы только пользуемся рекой Вилюй, до сих пор. Пользовались и пользуемся, оттуда пьем, по нужному все идет на пользу, да. И когда произошла авария, у нас была чрезвычайная ситуация, и две речки у нас есть, которая Сельдюкарка, она давно уже не пользуется, на него уже крест давно стоит. А есть Кукуйдак, мы думали, нам говорили, что это питьевая, и в то время, 28 числа, на 5 дней оставалось воды оттуда пить нам. Поэтому, когда вот представитель Роса, да, она была, я ее лично подходила 2 раза и переспрашивала: вы точно снабдите нас водой? Да, да, да. Я это вам скажу, как это вас забыли. Вот так пошло, ну такой был разговор. Потом ждем, собрание прошло, ждем. Нас, Алроса вроде бы согласилась доставить воду чистую, да? Потом, оказывается, нас перекинули совхоз новый. Совхоз новый — это дочернее предприятие, окупите нас водой. Нет, до сих пор у нас чистой воды этого нету. Вчера я как раз в Министерство экологии опять же подошла, и как раз зашла министру, замминистра первому. И он звонит при мне, главе Мирнинского улуса Узмухаметову. А он говорит, что кто жалуется, они пьют чистейшую воду, которая находится у них в резерве. А резерв этот, который наполнился благодаря дождю, второй раз, опять же, дожди только кончились, и поэтому как бы вода есть. И они сидят, отчитываются, что вода у них чистейшая есть. Вода, в смысле, эту речку они называют водозабором. Тогда как? Это не водозабор, далеко. У меня есть фотографии, которые я могу предоставить. А потом есть, говорят, водоочистительная система, которая я тоже могу показать. Это в каждом доме у вас стоит такая же водоочистительная система, фильтр, который
не менялся уже лет 10, наверное. Этот фильтр они должны были предоставить на той же неделе, поменять. Так и не поменяли. Так что потом Это общий совхоз... водозабор, да, общий водозабор. Это фильтр для общего водозабора. Да, да, Общий это водозабор. для деревни всего Для предоставляется, деревни. да? И в этом смысле, что у нас такое вчера население наконец-то, наконец-то, не наконец-то, все вышли на пикет. Пикетировали, я вылаживала, но смотрели, не смотрели, потому что требуем чистой воды, бутилированной. Все-таки мы Алроса отдали всю свою землю, свои вот наши предки там у них проработали столько лет, и ничем не пользуясь их благами, все вымерли. Нам завидует Сунтаксы, Нюрбинцы, что мы живем под боком у алмазодобывающей промышленности, имеем дивиденды. А дивиденды это знаете, да, что которому человеку назначено, его бабушкам, дедушкам нашим, они не передаются по наследству и все. И этим не пользуемся. Алмазными бриллиантами и мы не купаемся. Алмазы, бриллианты у нас находятся в желчах, почках, печени. Можете даже проверить, потому что у нас очень много онкологических заболеваний. Дети с 2 лет начинают болеть уже желчегонными болезнями. Вот это надо нам сейчас тогда, если на что пошло, этот вопрос просмотреть. Бутилированную воду мы все-таки все равно требуем. Вчера тоже все смотрели, наверное, это был обухом по голове, чистейшую воду, которую они называют, да, сколько люди знают, что рассол дентон, лучше выпить, конечно, не знаю. Очень много всегда было, так и есть. И требуем все-таки быстрее хотя бы обратили на нас внимание. Как это сделать? Потому что совхоз Новый долго мурыжил. Сказали, что мы сейчас вам 6 тонн воды вам привезем, вы как хотите, так увезите, да? Потому что Алроса их заставила, да? А у нас транспортная система такова, что совхоз новый находится с Мирного где-то 35 километров, потом с Мирного до Светлого мы где-то 80 километров едем, и по Вилюю где-то 35-40. На лодках надо ехать, везти надо. А бензина в этом смысле до прошлой недели с бензином проблемы были с Мирным и Светлинском Булусах. Так что обратите на нас и помогите нам. Все-таки надо объединиться, я думаю, на нас Сунтаксы, Нюрбинцы, Вилюйские не обращают внимания, потому что мирнинское население. А население-то самый маленький, он ни с кем, если надо, если работать, то всем сообщаю, я думаю, в конце концов. Спасибо. Вот Можно вопрос? Давайте. Я в 86-м году первую статью написал об этом. Это 32 года прошло. А я опирался на официальные документы, которые находил. Значит. А документы-то были, они всегда были, и мы включили вот в эту книгу. Тут геологи, когда первый разведку вели, в 56-57 году, они, значит, предупредили, на глубине, значит, 200 метров имеются пустые воды, высокоминерализованные. Добывающие, они на это не обратили внимания, и в 1977 году примерно, может быть даже раньше, эта вода вышла. А хранить негде было, емкости не было, не готовы были. Прямо пустили в Иреляк, это минерализованную воду. Потом пытались, значит, там приток Иреляха Горевый есть, ручей. Построили дамбы, туда начали сбрасывать. Эту дамбу несколько раз прорвало, и опять в Иреляк. Потом третья фабрика переполнялась, хвостохранилище тоже, с паводком тоже пускали в Иреляк. Ну, в эти годы Вилюй получил первый удар. Ну, Сульдюкар в первую очередь, потом, значит, Величан, ну и потом дальше. Это давно начиналось.
Ну и потом тут долгое время работало управление, Ленское бассейновое территориальное управление, 90 человек работало. И они всю Якутию контролировали. Успешно, кстати. Не то, что сейчас 1600 человек Министерства охраны природы, Госприроднадзор, Роспотребнадзор. Это 90 человек всю Якутию контролировали. И они писали, вот ихний Иван Васильевич Наговицын пишет, значит, о том, что третья фабрика сбрасывает мирные свои отходы канализационные, тоже в Ирелях сбрасывает. Надо принять меры, пишет. Его вызывали, конечно, в обком, на ковер. Это чуть позднее, да? Это какой год? Это 76-й год. 76-й год, да? 79-й год даже, вот, Ну, вот. справку дает. Ну и всячески там запрещали, ты что, не хочешь, что ли, алмазы добывали? Вот меня очень интересно Ивана Яковлевича Егорова, там главного санитарного врача республики, это в 78 году пишет. Опять же, вот, о чем пишет. Вот неосветленные воды сбрасываются прямую Ирелях и дальше. Ну и говорит, сброшенные в реку Ирелях неочищенные, не воззараженные стопи используются в оборотном водоснабжении фабрики 5, драк 201-202, что представляет большую опасность распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры. Он пишет в 1978 году, 40 лет назад пишет. 40 лет назад предупреждали люди. Да. Ну и потом Ломака просит, это министр цветной металлургии Советского Союза пишет, Совет министра пишет и просит во избежание остановки горных работ на карьере Труп и Мир, Минцвет просит исключить указанный участок реки Малой Батовии из рыбохозяйственного фонда до конца отработки месторождения алмаза Трубки Мир. Это 79-й. И потом в конце концов разрешили и получили то, что в Мирском районе Долбын, Соксолах, Ирелях, Малобатовье выведены. Выведены. С рыбохозяйственного фонда. Это давно известно. Ну и потом, поэтому это вот как раз появился комитет Вилюй. Очень активно работали, и Вячеслав Петрович говорит, почти это те кадры, которые организовали мир иной ушли. Сейчас молодежь должен был быть это активно заниматься. Почему-то вот этого нет. В общем, контроль очень расслаблен, общественный контроль. Ну и потом вот именно контролируют, что государственные органы. Если бы они контролировали вовремя, всегда, постоянно, может быть, этого бы не случилось. Ну, вода ушла туда, в Лену и дальше, Ледовитый океан. Анализы чистые будут, но это же не говорит о том, что они должны сбрасывать вот таким образом. Вот этот таборный ручей, переток Иреляха, там дамба есть. Вот эту дамбу прорвало, и все это мусор, весь грязь туда, Ирелях опять. А почему не предусмотрел, там Якут Нитромас есть, какой опытный институт научный, почему не предусмотрели там, если дожди будут и прочее, это же не сделали. Да, контролирующие органы не смотрели. И кощунственно о том, что там будто бы каталога нет, поэтому не имеем права. Ну это что такое? Это же нельзя так. Этих людей надо гнать. Ну, представьте, вот Амге, гаишник, поймал водителя, который техосмотр не прошел и что-то совершил. Он говорит, это не наше, это якутский. Пускай там. Такого же не должно быть. То же самое. Так что контроль надо. Контроль надо усилить. Как прежде было. Это ослаблено все. Контроля нет, поэтому это случается. Вот в 2014 году, вот я, это Министерство
Там величайший дед следит глаз на глаз вот с этим Алром.